прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. До последней крошки. Березовые почки, сосновая кора. Все, что было найдено, попадало в хлеб. Каким был блокадный хлеб? О самых дорогих 125 граммах жителей блокадного Ленинграда. Рамиль Шайдуллин. Хотите стать волонтером международного чемпионата WorldSkills? Это прежде всего общение с людьми. С конкурсантами пообщалась Юлия Муратова. Главное не победа, главное участие. Как в Сабинском районе прошла ночная лыжная гонка, расскажет Рамиль Галиуллин. Королевская карета, космический корабль и боевой конь. Крыша сделана из имбирных пряников, их все можно есть. Чем в этом году удивили участники фестиваля «Сани Фест» в МДШ, увидела Зарина Ахметова. 900 дней голода, холода и мужества. Завтра вся страна вспомнит самую страшную страницу Великой Отечественной войны. 27 января, 75-я годовщина полного снятия ленинградской блокады. Взяв город в кольцо, фашисты надеялись сломить сопротивление. Город на Неве был стратегическим рубежом для немцев, однако Ленинград устоял. По случаю годовщины снятия блокады к татарстанцам обратился Рустам Минниханов. Беспримерный героизм солдат, самоотверженный труд рабочих, стойкость жителей славного города позволили прорвать вражескую блокаду. Цена победы была высока. Более миллиона ленинградских женщин, стариков и детей стали жертвами блокадного голода и холода. В разных операциях принимали участие сотни тысяч жителей Татарии, более 45 тысяч из них погибли. Президент обратился к проживающим в Татарстане блокадникам, защитникам города-героя Ленинграда и пожелал им здоровья, долголетия, благополучия и счастья. 125 самых дорогих граммов в жизни. Жители Ленинграда вспоминают блокадный хлеб, муки в котором было не намного больше, чем отрубей, жмыха и даже обойной пыли. Но даже один кусочек этого брикета был на вес золота, ведь он мог помочь выжить. О настоящей цене хлеба Рамиль Шайдуллин. Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала. Я научу вас. Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. В этих воспоминаниях девочки, пережившей блокаду, подробно описано, насколько ценным был блокадный хлеб. Тонкий, немного солоноватый и очень горький. Таким его запомнила и блокадница Зинаида Бушуева. Этот кусочек хлеба для нас вообще было как самое дорогое, то, что у нас лучше, чем конфетка даже. В музее блокадного Ленинграда хранится кусочек хлеба, сделанного по рецепту того времени. Муки здесь меньше половины. Все остальное – хлеб и отруби, то, что еще можно было хоть как-то есть. После в ход пошло и несъедобное. Рецепт хлеба сложен, но не из-за разнообразия, а наоборот скудного списка ингредиентов. 40% ржаной муки, немножко солода, треть целлюлозы. В хлеб стали дополнять сметку мучную, стали дополнять обойную пыль, березовые почки, сосновая кора. Все, что было найдено, попадало в хлеб. Получался темный и липкий брикет. Он весил 125 граммов, иногда пах керосином, потому что из-за экономии формы смазывали не растительным, а машинным маслом. Но и такой хлеб не давал погибнуть. Мама говорила, готова руку отдать, лишь бы вас накормить. Когда вот какой-то кусочек хлеба остается, стараюсь его доесть. Хлеб до сих пор люблю. Сейчас вот могу в любое время хлеб есть. Хлеб ржаной, пшеничный, сдобный и фруктовый. Только в этом магазине с десяток разновидностей. Можно ли с сегодняшним разнообразием представить, что в блокаду хлеб был один, и стоять за ним в очереди приходилось сутками? Ну, если прижмет, конечно, будет стоять. Я стоял когда-то. Вот в Советском Союзе тоже без хлеба было, когда при Хрущеве. И сутки, и двое можно постоять, чтобы выжить. Чтобы дети выжили. Хлеб – это святое, нас так вырастили. Это наш с тобой последний кусочек хлеба. Это наше с тобой сокровище. Феномен блокадного хлеба нашел отражение в десятках кинокартин. Но то, что тогда в Ленинграде было на вес золота, сегодня может оказаться даже в мусорном контейнере. Выкидывают килограммами. Вот один из казанских дворов. Сами видите, кто подошел, уже сами снимали. Выкидывают уже жильцы. Ну, ставишь хлеба, отходы. Придется, чтобы приметать, убрать. А когда весь хлеб будет съеден,
Подушечками пальцев соберите на середину ладони крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их. Это было время, когда хлеб значил жизнь. Официально за годы блокады от голода и лишений умерли свыше 630 тысяч человек. Рамиль Шайдуллин, Вадим Милларионов, Ренат Сафин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Не сломленные духом, даже будучи на чужой территории, с большой любовью к родине, через 3 недели исполнится 30 лет выводу советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года через реку Амударья переправилась последняя колонна воинов-интернационалистов. За 10 лет через эту войну прошли более 9 тысяч татарстанцев, 400 из них погибли. Многие эпизоды войны стали яркими примерами мужества и братства, подлинного патриотизма. К этой памятной дате мы начинаем цикл репортажа о наших воинах-афганцах. И первый реальный герой, вот он перед вами. У меня от Афганистана с тех вещей, но это от ремня. Ремня уже самого нету. Это немного еще дембельский альбом Ренат Хабибуллин сейчас бережно хранит у себя дома. Как говорит мужчина, тогда о сувенирах не думали, просто выполняли свой долг. В Афганистане казанец оказался почти сразу после ввода советских войск. Туда в начале 80-го года 18-летний срочник советской армии отправился добровольно. Представляете, 2 месяца прослужив, только еще и ничего практически не знаю, и тем более там утро подъем и так далее, все это. Вроде как бы устаешь от этого. И, естественно, было интересно, поменять место. Может быть, там где-то что-то по-другому будет. Молодого мотострелка определили снайпером. Его часть разместилась в районе Кабула. Первое время приходилось жить прямо в поле, в землянках. Машина стоит, боевая машина пехоты. Поле и машина. И тентом накрыта землянка. Тент президент есть. Короче, мы туда спускаемся. Там вот так вот, если взять квадрат, вот так на земле лежат человек 8. На своей базе советские интернационалисты подолгу не задерживались. То и дело отправляясь в спецоперации или, как сами говорили, рейды в разные районы, порой труднодоступные, горные. Это была и гуманитарная помощь жителям кишлаков, и боестолкновения, как говорили, с душманами. Сейчас очень многие ездят, устанавливают там обелиски, памятники и так далее. И встречаются с этими же духами, которые были своевольны. Они оценят очень хорошо нас. Говорят, вы были на самом деле настоящие солдаты, вы воевали. Американцы не воюют. Они заехали, отстреляли, убили. Там. За 21 месяц службы Ренат Хабибуллин потерял много боевых товарищей, в том числе и казанского друга. Как сейчас говорит ветеран, афган научил многому и, главное, взаимовыручке. Мы почему дружим-то? Почему афганцы говорят, да? Потому что как-то там нас вот именно в этих условиях как-то сплотило. Вот это вот, дружим, поняли, что это такое. Потому что, здесь нельзя. По-другому там нельзя. Там или ты, или тебя, или вместе, или все вместе, вот такое. Ренат Хабибуллин вернулся домой без единого ранения. Его наградили медалью за боевые заслуги. Сейчас мужчина работает педагогом, помогает готовить юноармейцев, часто встречается с молодежью и учит их быть настоящими патриотами страны. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К другим новостям. С теми, кто срывает сроки сдачи домов по программе соципотеки, церемониться не будут. Разрывать контракты с нерадивыми подрядчиками потребовал сегодня у Госжилфонда и муниципалитетов глава Минстроя. План за январь практически сорван, заявил Ирик Файзуллин на совещании в Доме правительства. Подрядная организация, кто системно сорвал работу в этот январский месяц, прошу приступить к процедуре, расторжение взаимоотношений. Их спортивный опыт будет востребован на чемпионате по профмастерству. Сегодня в Казани начался конкурс WorldSkills. Победители станут волонтерами на WorldSkills 2019. Татарстан представил 29 команд, а на самом чемпионате будут работать 2500 добровольцев со всего мира. Волонтером сегодня попыталась стать и Юлия Муратова. Малика Садыкова – будущий педагог. Ее интересует все, что связано с общением и организацией. Свою активную позицию показала еще в совете своего колледжа. Сейчас хочет попробовать себя и в волонтерском деле. Это прежде всего общение с людьми. И это и привлекает, потому что я сама хочу быть журналистом. И плюс к тому, что я будущий педагог,
Общение с детьми, общение с людьми – это всегда интересно, а волонтерская деятельность непосредственно помогает мне в этом. Для них этот конкурс – шанс стать одним из первых волонтеров международного WorldSkills 2019. Им станут победители. Говорят, быть волонтером значит общаться с талантливыми людьми, получать профессиональный опыт и находиться в самой гуще событий. Я хочу стать именно участником этого движения. Мне нравится, что я дарю добро и любовь людям. В конкурсе участвовало 29 СУЗов республики. От каждого команды из 10 человек. На выполнение 4 творческих заданий – месяц. Это подготовка презентаций, информационных стендов о чемпионате и социальные акции. Сегодня финал. Видеть, как лучшие из лучших в мире в своей компетенции, собственно говоря, выполняя свои задания, какой подход, какие есть, так скажем, премудрости, да, какие есть секреты, приложить к этому руку, быть полезными в этом процессе, это, наверное, самая главная мотивация. Оформить тематическое пространство в колледже, сделать фотографии, видеоролики, задач много. На конкурсе выявили самых творческих. Волонтеры выполняют такие задачи, которые не под силу государству. Они не только вносят вклад в этот ответственный проект, но и несут пользу для себя. Волонтер – это отдельная компетенция. Для будущего чемпионата 2500 волонтеров из России и стран мира. Набор закроется в марте. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. С самой высокой горы в мороз да с ветерком. Сейчас мы не про горнолыжку. Все пути сегодня вели в Мамадыш. Не через Париж, но Эйфелева башня там тоже была. В городе открылся Всероссийский фестиваль креативных санок. Девиз всех тех, кто сегодня приехал, простой. Если уж скатываться с горки, то делать это красиво. Зарина Ахметова увидела, что нафантазировали любители экстрима на этот раз. На своем пепелате с планеты Плюк в Мамадыш прилетели чатлани и пацаки. Искали гравицапу, а наткнулись на фестиваль Сани Фест. Им посоветовали поучаствовать в этом прекрасном конкурсе, они с радостью согласились. Мы просто обязаны были приехать сюда, чтобы покорить эту горку и этот город. А эти звездные войны прилетели из Нижнекамска. Свой межгалактический корабль им помогали строить нефтехимики. Остальное лорд Вейдер комментировать отказался. Убрать! Корабли космические и водные, школьная парта и даже Эйфелева башня. Мамадыш сегодня только через Париж. Саночки здесь на любой вкус. Крыша сделана из имбирных пряников. Их все можно есть. Вперед из песни. Здесь нет никаких рамок и ограничений. Вот трактор с мангалом и шашлыком из Апастово. Рыцари в кольчуге из Мариэл. А мамадышцы на горку отправили козу с дояркой. Чем креативнее, тем лучше. Вот главный девиз этого фестиваля. Неважно, с какой скоростью поедут твои сани. Главное, чтобы их запомнили зрители. И зрители запомнили, посмотреть на веселое катание приехали не только из других регионов, но и стран. Мне очень понравилось, очень интересный, необычный. У нас ангелочки вышли. Я вообще восхищаюсь. Минус 25, они голые. Очень интересные санки, у людей такая фантазия. Но не только санями сегодня удивили зрителей, но и гостями. Впервые в Мамадыше Александр Зубков. Известный олимпийский бобслеист, на горку не полез, но со сцены всех поприветствовал. Я сам вырос в маленьком провинциальном городке в Сибири, поэтому мне это не новое, да, и мне было очень интересно посмотреть, как это все организовано. Участников здесь все больше. 2 года назад начинали с 15 команд, сегодня уже 37. Организаторы приглашают уже на фестиваль 2020. И напоминают, сани лучше начинать готовить летом. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Мамадышский район. На этой трассе скорости совсем другие. 140 лошадок под капотом, 150 км в час на льду. На «Ладе Калине» по высокогорскому треку в национальном дивизионе 2-го этапа Кубка России по зимним гонкам сегодня стартовали 8 пилотов. О том, как плавился лед под колесами российских шумахеров, увидела Лилия Кашфарова. Машина «Лада Калина» в машине Миниханов «Р». Расулу 36, в гонках 18. После 3-летнего перерыва стартанул удачно. В заявке последний, на финише первый. Надо стартовать очень нежно, а мы как-то, не знаю, хотим быстрее и, видимо, начинаешь все агрессивнее делать. Колеса срывают, остаешься на месте. На улице
улице минус 25, а на треке жара. Это второй этап Кубка России по зимним автогонкам. Зачетная группа национальный. Автомобиль тоже. В гонках только «Лады Калины». Привычная «Лада Калина» перед треком приобретает 3 необычные особенности. Во-первых, высота шипов на шинах 1,5 миллиметра. Во-вторых, в автомобиле только одно кресло. Ну и в-третьих, в салоне защитный каркас для безопасности пилота. Пилоты из Кургана, Сызрани, Свердловска, Удмуртии и Татарстана. Всего 8 спортсменов. У каждого команда, автомобиль и примерно 145 лошадиных сил. Меняется степень сжатия, меняется коробка со стандартного ряда на 7-й и вставляется каркас безопасности в автомобиль. Шины, топливо, вес, условия равные. Разница в мастерстве. Главный удачный старт и чистые виражи. 7 заездов и дистанция в 1600 метров покорена. Мы понимаем, насколько даже в поворот заезжаем, и это очень скользко. А тут абсолютный лед. Всем равняться на Татарстан в плане организации. Лед что? Лед, он везде лед. Для тех, кто замерз, второй день горячих соревнований. Уже завтра первый этап чемпионата России. Лилия Кашварова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Высокогорский район. Железные люди сегодня встали на лыжню в Богатых Сабах. Прошла первая в этом году ночная гонка серии «Тиммерман». 600 человек со всей республики. Самому маленькому всего 3 годика, старшему почти 70. Каково это в минус 20 проехать 15, испытал на себе Рамиль Галиуллин. В Татарстане подобные гонки проходят уже во второй раз. В этом году заявилось около 600 участников со всей России. Их не испугали даже январские морозы. Несмотря на то, что сегодня около минус 20 градусов, это не помешало участникам встать на лыжи. Для всех любителей здорового образа жизни сегодня нашлось место, где разогнаться. 2, 1, старт! На старте дети. Дистанцию в 300 метров преодолевают довольно быстро. За остальными пока шагает самая юная участница, 3-летняя Ева Ишмукина. Хоть и с помощью волонтеров, но все-таки доходит до финиша. Как итог, заслуженная медаль. Рьяный такой любитель спорта папа, всех нас приобщил. Вот, это папина инициатива, но мы его поддержали. И вот теперь все, даже самые младшие в нашей семье, участвуем. На улице становится темнее, спортсмены на старте взрослее, а дистанции больше. Для любителей и профессионалов подготовили трассы в 2, 5 и 15 километров. Лямочку подтягиваем. Радик Минибаев один из самых возрастных участников. Ему 54. Со спортом на «ты». В лесу на лыжне почти каждый день. Прежде всего для здоровья. Это самое главное. А так и сюда уже входит и здоровье, хорошее настроение, бодрое. Впервые ночной лыжный забег прошел в прошлом году. В этом, несмотря на морозы, гонки запомнились участникам хорошо подготовленной трассы и атмосферой зимнего праздника. Погода, конечно, холодная, но трасса очень классная. Чуть прохладно, конечно. Воздух холодный, дышишь. А так, на 2 километра здорово вообще. Трасса хорошая и погода отличная. Немножко холодновато, но хорошо. Сделали ночную гонку, потому что здесь практически вся трасса освещена, и это действительно такая фишка, которой в Татарстане точно нигде нет. Знаю, что в Москве делают, но это такая особенность. Ночная лыжная гонка – лишь подготовка для следующих крупных стартов. Продолжит серию первый зимний фестиваль в Альметьевске и лыжные марафоны в Челнах и Зеленодольске. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Сабинский район. Все самые красивые девушки республики сегодня в Казани. Там весь вечер идет борьба за корону «Мисс Татарстан». На сцене «Пирамиды» 30 финалисток. Это про них говорят 90-60-90. За женской красотой с самого начала шоу наблюдает и наш корреспондент Сергей. Добрый вечер. Кто же твой фаворит? Невесту, может быть, присмотрелся? Да, еще раз здравствуй, Леш. Что ж, по-прежнему я нахожусь здесь, в «Пирамиде», и уже на финишную прямую вышел конкурс «Мисс Татарстан-2019». Сразу отвечу на твой вопрос. Невесту я пока еще здесь себе не нашел, к сожалению. То, что глаза разбегаются, сразу 30 финалисток принимают участие сегодня в конкурсе, и чего они сегодня только не делали. Лишь расскажу коротко о том, что происходило на сцене с момента моего прошлого включения. То, что вы успели пропустить, девчонки дефилировали по сцене в своих вечерних красивых платьях. Самым, наверное, волнительным моментом для них был блиц-опрос. Им задавали члены жюри и интеллектуальные вопросы. Им приходилось даже шутить. Некоторые с переменными успехами рассказывали анекдоты, но зрителю в целом все очень нравилось. Ну, а самым ярким, самым запоминающимся моментом было, конечно же, дефиле девушек в купальниках. Тем более, что аккомпанировала во всем этом им известная татарстанская исполнительница Айгуль. Прямо сейчас, в прямом эфире. Давайте послушаем, как это было.
Да, ну что ж, как видите, пока здесь небольшой перерыв, был объявлен небольшой антракт, после чего, конечно же, начнется главная церемония награждения. Мы сможем узнать имя той самой девушки, самой красивой девушки Татарстана, мисс Татарстана 2019. Напомню, что именно победительница сможет представлять Республику Татарстан на конкурсе «Мисс Россия». Ну что ж, будем сообщать, как развивается событие. Обязательно сообщим вам имя победительницы. Пока у меня на это все, вся информация. Алексей, я с удовольствием передаю слово тебе. Я с удовольствием его беру, в надежде на то, что Сергей к нам когда-нибудь все-таки вернется. Напомню, что все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До новых встреч на ТНВ. Всего вам самого лучшего. Всем привет! Очередная холодная неделя уже позади. Все, друзья, успокойтесь. Работа на этой неделе закончена. Можете расслабиться. Это рубрика «В сети». Начнем. Много интересных кадров вылилось в сеть на этой неделе. Вот, например, красивая серия фотографий под названием «Казань замело». Мне кажется, с нашим снегопадом, если пару дней его не чистить, то эти кадры станут реальностью. А для кого-то зима обернулась интересной встречей. Спортсмен бегал себе спокойно по Раивскому лесу и встретил, кого бы вы подумали? Правильно, лося. Настоящего лося. Причем посмотрите на его испуганное лицо. Мне кажется, в таком положении он простоял минут 20 до тех пор, пока лось просто не ушел. В его глазах видны одновременно и радость, и, черт возьми, только не ешь меня. Мороз и солнце, день чудесный. День чудесный, но не для автолюбителей, которые постоянно выкладывают фото и видео, как они встают на полчаса раньше, чтобы очистить машину от снега и разогреть ее. Ну а кто-то встает пораньше, чтобы завести свой ковер-самолет, но безуспешно. Да-да, друзья, вот такой абсурдный юмор тоже у нас будет. КамАЗ-мастер вернулся в Россию после победы в Дакаре, с чем мы, собственно, их и поздравляем. Но это еще не самое интересное. Пользователи не прошли мимо веселого интервью с одним из победителей на английском языке. And lose time 55 minutes. Do you feel the pressure of Team De Roy? What? Do you feel the pressure from Team De Roy? Что это? Ты чувствовал давление со стороны De Roy? No. Сразу напоминает эту пожилую учительницу английского языка из школы. Ну, у всех такая же была. Good morning, children. How do you do? Мне кажется, у этого парня и Виталия Мутко был один и тот же учитель английского языка. Очень уж у них, акценты схожие. Будет Euro Association, может будет recommendation National Association за Euro. Because I had a lot of как запас-то? Gap in the time. Но это никак не умаляет грандиозную победу синей армады в ралли. Пришло время для нашей традиционной рубрики «В сети с президентом». Во-первых, Рустам Минниханов поздравил первого президента нашей республики Минтимера Шарифовича с днем рождения. Тут есть и видео про него, и видеообращение от граждан. Пользователи даже стикеры сделали в честь такого. Ну и, конечно же, присоединяемся к этим словам поздравления. Затем президент отправился на Всемирный экономический форум в Давос. И в сеть попало интересное общение между Рустамом Миннихановым и Тиной Канделаки. Мы ее любим и желаем ей успехов. Трампа нет, вместо Трампа вот Тина приехала. Спасибо за такую высокую оценку, Рустам Нургалиев. После этого Тина выложила это же видео у себя с комментарием «Научила на свою голову пользоваться Инстаграмом». Затем Тина Канделаки взяла у Рустама Минниханова экспресс-интервью. Скажите в двух словах, как здесь дела, как обстановка? Но закончил интервью как настоящий джентльмен. Кто самый интересный? Кого вы видели? Затем у нас идет вот такой вот кадр. На первый взгляд могло показаться, что президент участвует в челлендже 10 лет назад, но нет. Это его фото со студенческих лет, потому что 25 января это день студента. И дабы закрепить свое поздравление, Рустам Минниханов выложил вот такой вот мем. Алло, Эни, не прогуливаю, да, хорошо учусь. Вот такой у нас остроумный президент. Пожелаем ему удачи в дальнейших делах и пойдем дальше.
А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте премьера фильма «Стекло». Фантастическая драма про супергероев. Говорят, интересно. Вторую строчку занимает Ильхам Шакиров, который ушел из жизни. Также обсуждаемой темой стала певица Фания Халиуллова, которая умерла на сцене во время своего концерта в Дмитровграде. На этом сегодня все. Жду ваши новости, фото и видео интересных событий с нашей республики. И самое главное, хороших выходных. Будьте в сети. Пока. «Лада Канавто» на Сибирском тракте 48 объявляет распродажу автомобилей «Лада» 2018 года выпуска с выгодой до 185 тысяч рублей. «Канавто», Сибирский тракт 48. Санаторий «Чувашия». Лечение и профилактика на основе минеральной сероводородной воды и питьевой минеральной воды для заболеваний желудочно-кишечного тракта. Прогулки на лыжах, катание на лошадях в Сосновом Бору. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. Новая «Лада Гранта» держит слово. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Зимняя база отдыха «Солнечный» приглашает гостей. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Полина Гагарина, Дима Билан, Ёлка, Мод, Артик и Асти, Макс Барских, Матранг, Звонкий и многие другие выйдут на сцену, чтобы поздравить жителей столицы Татарстана с праздником и подарить свои самые громкие хиты. Билеты приобретайте на tnatickets.ru. Здравствуйте! Поговорим о погоде после интересной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваши желания. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Тантана – новый банкетный ресторан в Казани. Тантана – идеальное место для проведения национальных торжеств, никаха и юбилеев. Казань, Декабристов 8, телефон 297 11 11. В предстоящие сутки температурный фон станет чуть выше. Местами возможен снег. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики немного потеплеет, до минус 16. На северо-востоке Татарстана возможен снег, минус 15. На севере республики 16-18 мороза, вероятные осадки. На северо-западе Татарстана также снежно, до минус 15. На юго-западе Татарстана минус 12, минус 13, пройдет снег. В центре Татарстана не обойдется без осадков, 13-15 мороза. Спонсор показа – клиника ФАРМ-Т. Лечение аденомы простатита по европейским стандартам, без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника ФАРМ-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Остановись немедленно, ты что, с ума сошел? Спинку хоть потрите. Ну, пожалуйста. Тебе спину уже лечить надо. Выходи, адрес напишу. И суставы тебе там вылечат, и согреют заодно.
тепленькая пошла. Медицинский центр «Доктор Ост». Прочувствуй наше тепло. Только в январе горячее предложение на лечение болей в спине и суставах. А в каникулы еще и теплый подарок. С болями в спине и суставах медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани возможны осадки. -13, -15. Ветер юго-восточный. Порывистый 7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. В магнитном поле Земли спокойно. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу Казань, Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. С семейной копилкой сбываются самые заветные мечты. Только в январе потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний» 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.